Это Тандыр Медиа. Мы говорим о событиях так, словно в Кыргызстане еще осталась свобода слова. Меня зовут Дмитрий. Всем нам желаю терпения, мира и добра. Жылдызкан Жолдошева попыталась в Верховном суде оспорить решение ЦИК о своем проигрыше в выборах. Напомним, сначала она победила на выборах в Джугурку-Кенеш в своем 8-м округе, однако затем начались странные вещи. Сначала глава информационной службы президента Даир Орунбеков опубликовал сведения о нарушениях на некоторых участках, в том числе вроде как по округу, где Жолдошева победила. Затем ЦИК провел заседание и показал некое видео о подкупе избирателей, якобы по участку, на котором Жылдызкан Жолдошева набрала много голосов. Причиной тому послужило видео о подкупе избирателей, хотя оно было снято не в нашем округе, а в округе номер 27 на Иссыкуле. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил депутат 7-го созыва Джаныбек Кадыкбаев. Там же он разместил видео. Но, несмотря на это, итоги голосования по одному из участков отменили. В итоге у Жолдошевой голосов оказалось меньше, и, соответственно, вместо нее победительницей была объявлена другая женщина-кандидат по этому округу. Зовут ее Нурджамал Туробекова. По какому-то невероятному совпадению она оказалась близкой родственницей председателя ЦИК Тынчтыка Шейназарова. И вот финал истории. Жылдызкан Жолдошева обратилась в Верховный суд. Заседание прошло сегодня. Вердикт суда – отказать. Депутатом по 8-му округу будет Нурджамал Туробекова. Конечно, мы ждали, что результат в Верховном суде будет такой же, как в административном суде города Бишкек. Почему? Потому что когда Дайырбек Орунбеков объявил, когда мы даже не знали о том, что в 8-м округе, именно где я больше всех голосов взяла, было аннулировано. Ну, я поняла, что Белый дом замешан, но именно кто замешан? Этот вопрос остается, конечно, для меня пока закрытым. Какие дальнейшие действия? Дальнейшие действия, Верховный суд. Мы всегда же надеемся на Верховный суд, что в Верховном суде работают очень порядочные, опытные. Надеялись, что они не только согласно закону, но и объективно примут решение. Но этого не получилось. И аналогичная ситуация у экс-депутата Эргал Кыдыралиевой, которая сначала выиграла выборы, затем часть голосов признали недействительными, и она проиграла. Сегодня в Верховном суде ее вопрос также рассматривался, и результат для нее был таким же – нет. А на «нет» от Верховного суда другого суда уже точно нет. А вот Нурланбек Тургунбек-Уулу, бывший когда-то Шакеевым, с большой вероятностью снова окажется в кресле спикера нового Джугурку-Кенеша. Об этом сообщает радио «Спутник Кыргызстан» со ссылкой на свои некие источники. Каким образом неназванный источник «Спутника» может такое предполагать с учетом того, что спикера будут выбирать депутаты на тайном голосовании, непонятно. Но по логике этого источника получается, что результаты голосования якобы уже могут быть предопределены. И транслировать мнение этого источника со стороны спутника все равно, что предполагать, что депутаты Джугурку-Кенеша Кыргызстана как бы и не являются независимыми народными избранниками. Я в такое не верю. Пишите в комментариях, как по-вашему, способны ли наши новые депутаты принимать решения по чьей-то указке. Ну а другое издание «Акипресс» пошло дальше спутника. В своем разделе «Кто есть кто» они уже назвали Нурланбека Тургунбека-Уулу Турага Джугурку-Кенеша. Можно было бы подумать, что редакторы просто забыли исправить, но нет. Последнее обновление этой страницы датировано 12 декабря этого года, то есть 3 дня назад досье Нурланбека Тургунбека редактировали опытные, уверен, журналисты этого авторитетного издания. Сотрудники ГКНБ задержали крупного милицейского чиновника, начальника одного из управлений службы охраны МВД. Полковник милиции с инициалами АТА по версии следствия с прошлого года занимался систематическими поборами со своих подчиненных.
Он давал сотрудникам службы охраны МВД из города Балыкчи дополнительную работу по охране различных объектов, за что получал от них вознаграждение. Вместе с ним по делу проходит начальник Балыкчинского отдела охраны МВД с инициалами ДТИ и другие лица. И вот очередное эпичное видео от ГКНБ. Музыку мы заменили, на нее заявлены авторские права. Арестованный экс-депутат Джигурку-Кенеша Шайлоубек Атазов заявляет о нарушении своих прав. Письмо об этом опубликовал его адвокат. Напомним, Атазова задержали 22 ноября. Сначала поместили в ВВС, затем в СИЗО. Следствие вменяет ему подготовку массовых беспорядков. В письме адвоката сообщается, что здоровью Атазова причинен вред, и к нему применяли жестокое обращение. В СИЗО-1 он содержится в камере вместе с 20 другими заключенными. Там холодно и сыро, у многих арестантов симптомы заболеваний. При этом сам Атазов категорически отрицает свою вину. Я всегда любил свою страну и высоко нес ее знамя. Всю жизнь трудился ради народа, государства и кыргызского спорта. Ни с кем никогда не обсуждал тему беспорядков. Я не боюсь выдвинутых против меня обвинений, потому что чист перед Богом и народом. Тех, кто подвергает меня пыткам и притеснениям, я вверяю Аллаху. В судный день сам Бог спросит с них. Верю, что если правда дойдет до руководителей страны, восторжествует справедливость. Добавим позитива. В центре Бишкека начинают строить новый жилой комплекс. Сегодня председатель Кабмина Адылбек Касымалиев торжественно заложил там капсулу. Строить будет госипотечная компания. Жилой комплекс назовут «Жемчужина Тяньшаня». А разместятся эти дома на перекрестке проспекта Джибек-Джилу и улицы Абдрахманова. Это территория бывшего ликероводочного завода, который экспроприировали у прежних владельцев. Данный жилой комплекс состоит из 11 блоков различной высоты от 23 до 34 этажей. Такие высокие здания не только будут украшать наш город, но и подтверждать, что архитектура соответствует современным требованиям. Строящийся жилой комплекс будет выделяться не только своей функциональностью, но и уникальной архитектурной выразительностью. Ну а там, где неподалеку от этого места строится другой комплекс, тоже с уникальной архитектурной выразительностью, Олд Бишкек, по-прежнему перекрыт проспект Чуй, открыть который Нариман Тюлеев обещал сначала к началу декабря, затем к 12 декабря. И клялся в этом едва ли не именем Камчебека Ташиева, к которому с недавних пор питает особую любовь. Настолько сильную, что убрал выпирающий аппендикс на дороге и даже пообещал снести 3-й этаж строящегося там торгового центра, который тоже отличается уникальной архитектурной выразительностью. Строгость линий и идеальная форма параллелепипеда, несомненно, придадут ему вайб Монте-Карло. Правда, я еще раз напомню, в том проекте, который изначально показывали горожанам, было совсем другое здание. Вот оно на экране. Но раз Тюлеев захотел Монте-Карло, Бишкек главархитектура, утверждавшая первоначальный проект, возражать не стала. И даже Камчебек Ташиев попросил просто убрать 3-й этаж. Еще из новостей искусства, правда, уже не архитектуры, а эстрады. В Министерстве культуры прокомментировали отмену концерта Валерия Меладзе в Бишкеке, который был запланирован в рамках гастрольного тура по странам Центральной Азии. Ответ Минкультуры приводит агентство 24KG. В соответствии с положением о гастрольно-концертной деятельности иностранных артистов и исполнителей, организаторы обязаны заранее направить в ведомство письменное обращение о получении разрешения с приложением всех необходимых документов. После этого проводится проверка репутации артиста в его стране и на международной арене, а также соответствие содержания его творчества общепринятым общественным, моральным и правовым нормам. Выглядит этот ответ в типичном духе дипломатии той самой страны, которая не хочет, чтобы Меладзе выступал в Бишкеке. Какие именно общепринятые моральные и правовые нормы нарушены в творчестве Валерия Меладзе, Министерство культуры Кыргызстана разъяснять не стало.
По традиции в конце выпуска «Бантик». Выставка художественного творчества осужденных пройдет в этот четверг в Бишкеке в арт-галерее в Дубовом парке. Организует ее служба исполнения наказаний. Ее пресс-служба прислала фотокопии некоторых работ, и выглядят они вполне достойно. Эти работы – голос людей, которые учатся заново верить в себя, открывать новые возможности и идти навстречу переменам, говорится в релизе службы исполнения наказаний. На этом у меня все. Попрощаюсь словами службы исполнения наказаний. Учитесь заново верить в себя, открывать новые возможности и идти навстречу переменам. Спасибо за внимание. Мира, терпения и добра.